Всем привет, меня зовут Аина. Не прошло и года, как я наконец-таки решила снять этот обзор. Очень вовремя. Но уж лучше поздно, чем никогда, так что давайте начнем. Сегодня мы поговорим о судьбе 3 парней, которые хотели по-быстрому заработать деньжат. Естественно, сразу предупреждаю. Я никого не хотела обидеть, уж тем более обосрать, так что... А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Итак, вашему вниманию якутский сериал «2014», 2024 год. Режиссер Аял Струкин. Сериал рассказывает историю 3 друзей, которые пытаются найти не совсем законные способы заработать деньги. Однако они сталкиваются с различными проблемами, которые им приходится преодолевать. Как они справятся с этими трудностями и сумеют ли выбраться из них, вы узнаете, следя за событиями в сериале «2014». Сериал состоит из 3 серий, и сегодня мы полностью их разберем. Так что приготовьте чай, запасайтесь чипсами, мы начинаем. Первый сериал. Хронометраж 23 минуты. Каждый ищет у себя ответы. Заставка просто космическая, очень стильно. Нас сразу предупреждают, что алкоголь – это зло, и сделали они это не зря, потом мы узнаем почему. А пока что давайте познакомимся с нашими главными героями. Айсен – основной персонаж и главный заводила. Общительный и инициативный, оптимист по жизни. Все проблемы будут крутиться и исходить вокруг него. Мичель – близкий друг детства Айсена. Можно сказать, что он менее общителен и немногословен, в общем, ни рыба, ни мясо. Яша – полная противоположность Айсена. Тоже друг детства, и его можно охарактеризовать одним словом – ботан. Но о нем мы поговорим чуть попозже. Здорово! И поскольку он парень деревенский, то встречает его Айсен, который уже как городской. Тут, братан, уже большой город, это не депутатский. Я представляю, как было холодно, когда они снимали эти сцены на улице, просто жесть. А тачка твоя где? Тачка? Да нет, тачка в ремонте. Сейчас такси закажем, нормально будет. Чувствуешь, братан? Вот. Запах возможностей. И уже на этом моменте вы можете заметить особенности характера Айсена. Он склонен приукрашать и давать обещания направо и налево. В будущем ему это будет как и помогать, так и наоборот вредить. Тут же сразу бросается в глаза съемка и качество. Просто восхитительно. Глаза не нарадуются, какие красивые кадры. И уши тоже радуются, потому что очень много современных якутских песен. Я даже не знала о существовании некоторых из них. В общем, классно. Стильно, модно, молодежно. Парни доходят до дома на автобусе, и по дороге их встречают знакомые Айсена. По-простому, местные NPC. На протяжении всего сериала они будут спавниться в этой локации, и по умолчанию Айсен им должен денег. Тихо, пацаны. На днях честно скину. Пойдем. Конечно же, такое событие стоит отметить, и парни решили, точнее Айсен решил, что им надо сходить в бар. Вся соль состоит в том, что Мичель вроде как зеленый малый приехал учиться в город, родители ему дали денег, а Айсен уже погрязший в своих проблемах, в долгах, пытается выжать из ситуации максимальную выгоду. И конечно же да, они пьют за счет Мичеля. И неожиданно на следующее утро приходит злой арендодатель требовать деньги. Так и знала, что студентикам сдавать нельзя. Со следующего месяца съезжайте. С меня хватит. Мич, как хороший друг, выручает Айса и дает свои деньги на учебу арендодателю. И назревает вопрос, откуда же им достать денег? Идея приходит также неожиданно. Айсен предлагает заняться бутлегерством. Ты мне теперь тоже должен, Ася. Да ладно, все будет четко, братан, отвечаю. Тебе еще тем пацанам в конце недели бабки отдавать. У меня опять долг возьмешь. У меня есть идея. Я же говорю, братан. Какая? Бутлегерство. Че? Вот мы вчера взяли 3 баллона за 1500. Мы можем закупиться сами на 10 тысяч и заработать в 2-3 раза больше, понимаешь? А даже если и так, тачка нужна будет. Ты как развозить собираешься? Вопрос с машиной они решили быстро, ведь у них был Яшка. Здорово, пацаны! Обманным способом позвав Яшку и купив партию алкашки, Святая Троица направилась ехать по заказам. В первый же день им попались довольно знаковые персонажи. Например, женщина с явно неблагополучной жизнью и девушка, в которую влюбился наш Мичель. Привет.
Привет, меня зовут Мич. А, хорошо, можно пиво? Отношение, с которым они продают зло, у них простое. Если есть заказы, то есть деньги. И неважно, откуда и от кого они. Правда, Мич пытается делать попытки осознания того, что они делают не самые хорошие вещи, но, ведомый идеями Айса, он даже не пытается дальше подумать. Поэтому им в целом пофиг. Да похуй бы, не мы же виноваты. Но мы же ей доставили. Если бы не мы, она в другом месте взяла бы. Давай, одевайся. Так, короче, давай как заработаем на мою учебу и твой долг, заканчиваем это дело. Понял? Да-да, братан. На следующее утро они узнают новость. Женщина, которой они вчера продавали алкоголь, раскомнадзорнулась. К тому же она была беременна. На этом первая серия подходит к концу, а мы переходим к следующей. Вторая серия, хронометраж 17 минут. Добро пожаловать в мир Яшки. Эта серия будет полностью его глазами. Я ненавижу вечеринки, общение и особенно людей. Мне 22, и я, наверное, можно сказать, интроверт. Почему я здесь сижу? О, ну это не по моей воле. Если честно, с первых секунд я узнаю себя. Как будто с меня писали. В общем, обстановка такая. Яшка живет со сводной сестрой в его собственной квартире. Его мать богатая владелица ювелирных магазинов по всему миру. Казалось бы, у него есть все. И машина, и квартира, и богатые родители. Однако из-за особенностей характера он для всех чушпан, и все обращаются с ним как с ложком. Почему я так подумала? Потому что на протяжении всего сериала им откровенно все пользуются. Ну, я не знаю, но это странно. Например, вот сейчас ему сестра сводная говорит: «Сегодня будет туса». И он проглатывает этот факт. Хорошо. Ну ладно, что я тут перед вами распинаюсь? Давайте послушаем версию Яшки. И он вроде как сам рассказывает свою историю, так что давайте его послушаем. Но эта история не о том, как моя сестра устроила вечеринку у меня дома. Эта история скорее об... Ты будешь бухать или нет? Не о том, как моя сестра устроила вечеринку. Это история... Яшка, здорово. Привет, Айс. В общем, это история о... А тем временем наши ребята смогли за 2 недели заработать деньжат и вернуть все свои долги. Заплатить за учебу, вернуть долг Айса и, конечно же, самое главное. Здорово, пацаны. Здорово. Вот, держите. Ладно, давайте. Казалось бы, жизнь налаживается. Однако срок за квартиру закончился, и нашим ребятам негде жить. И их, конечно же, приютил добровольно Яшка. Яшка, давай до следующей недели поживем, потом на выходных денег заработаем и новую хату снимем. Ну, у меня сестра пока живет. Ну, спроси у нее, вдруг не против. Я как против, кто я? А так-то мне твоя же хата. После переезда у ребят возникает идея, точнее у Айса, устроить тусу дома у Яшки в честь открытия их бизнеса. По такому случаю они делают супер-пупер крутую визитку, и вообще все классно. Из-за того, что Яшка не такой, как все, и вообще какой-то хикикомори, то его все постоянно чморят. И на этом фоне у него определенно сформировались какие-то комплексы, и, как вы можете догадаться, он никогда не пил алкоголь. И вроде как ему от этого факта стыдно. Но любой другой нормальный человек на его месте гордился бы этим. На нем не дрогнул ни один мускул. Вот я ни за что не поверю, что этот персонаж Яшка вот сейчас сидит и переживает, и вспоминает флешбеки. Ну вот честно, я не верю. Он просто тупо сидит, ему на все пофиг. В общем, пересмотрев «Эйфорию», Яшка решает: надо повторить. Дай пиво. Яшка, ты чё? Что-то случилось? Просто дай. Ну ладно. Держи, только не борщи, брат. Расслабься, я много распил. Он сильно напивается с одной бутылки и не в состоянии найти Айса, будучи с ним в одной квартире, но в состоянии надеть куртку, шапку, ботинки, выйти из квартиры, найти свою машину и сесть в нее. Конечно, логики в этом мало, но что можно ожидать от пьяного в стельку человека? В это время Мич зря время не теряет и решает познакомиться с той самой, которая сделала заказ в первый день. Сколько тебе лет? 23. А тебе? Мне тоже.
Я рад тебя сегодня здесь видеть. А почему 2014? Это график работы и название. Оригинально. На следующее утро парни находят Яшку в машине и обнаруживают, что он в состоянии алкогольного опьянения наехал на другую чужую машину. И, по всей видимости, эта машина дорогая. Так, на чем я остановился? А, да, это история о дружбе и о том, как важно, чтобы у человека был человек. Ну, знаете, я бы сказала, что это история о том, как можно пользоваться Яшкой, и что такие люди существуют. Третья серия, хронометраж 28 минут. Мы перемещаемся в депутатский, 2014 год, в детство наших героев. Кстати, очень похожих актеров нашли прям и голосом, и внешностью. Мы сегодня одолеем самую большую горку депа. Здорово, пацаны. Здорово, Яшка. Куда у тебя такие новые санки? Мне кажется, это племянники или же братья младшие, прям похожие. Затем мы перемещаемся в настоящее время. Тот самый владелец машины, которую протаранил Яшка, держит в заложниках Айса и избивает его. Вопрос почему? Давайте посмотрим дальше. Ты препятствуешь нашему делу. Каким образом? Я же продаю. Я вложился в тебя большую партию алкоголя. Ты всего лишь навсего должен был его продавать и нести мне мои деньги. Процент ты имел. Где мои деньги? В общем, как мы понимаем, Айс снова погряз в какой-то большой долг и влип в какую-то хрень. И, как оказалось, они были с этим мужиком знакомы раньше. И они мутили какое-то общее дело. Тот мужик поставил партию алкоголя, и наш Айс должен был его продать, дать деньги и оставить себе проценты. Но не сделал этого. Поспокойнее. За эти 5 минут музыка поменялась 5 раз. Это очень насыщенно. Эта серия вышла супер насыщенной, и поскольку эти истории рассказываются параллельно, то пересказывать вам и в целом воспринимать это немножко сложновато. Поэтому я буду рассказывать о каждом по отдельности, чтобы вы не запутались. Продолжу историю Айса. Заказ. Привезти большую партию алкоголя с Нижнего Бестяха на грузовике прямиком ко мне. Просто привезти? За крузак сразу расплатитесь. А в чем подвох? Подвох в том, что ни я, ни он, ни мои ребята не могут туда поехать. Мы у ментов на карандаше. А куда я поеду с таким лицом? Значит, отправляй своих пацанчиков. Проблема заключается в том, что дело срочное и незаконное. И Айс не хочет подставлять своих друзей, да и сам тоже не может поехать, потому что у него лицо может его выдать. Вроде как. Затем, дав строгий наказ и дедлайн до завтра, его кидают ночью посередине леса. Благо, его сразу находит мужик, который оказался следователем. Просто с друзьями поссорились. Режиссер За что? Да? Следователь по особо важным делам капитан Ларионов. Он выбивает с Айса информацию и пафосно закуривает сигарету. Тем временем Яшка смотрит в камеру, и его приглашают в компьютерный клуб. Естественно, в корыстных целях. Яшка, братан, спасибо, что дал списать. Да, не за что. От души. Слушай, сегодня мы с пацанами идем в компы играть. Погнали с нами? А вы что играете? В КС, Доту. Приходи. Адрес скину. Давай. Однако дальше из обычного компьютерного клуба место превращается в полноценную секту. А у тебя есть друзья? Ну, есть. Да ладно. Этот момент просто он отражает то, как к Яшке относятся абсолютно все. Nomine el Padre et File et Sanctum Spiritum. Знаешь ли ты, то ли ночных дорог? Что это было, блин? По крайней мере, это было весело, согласитесь. Яшку из этого цирка спасает Александра, девушка, которая была на тусе и которая знакома с ним. Александра угощает Яшку чаем и рассказывает, что этот компьютерный клуб — это детище его брата Жеки, и они таким образом ищут деньги и просто прикалываются. Подмечу, что их общение довольно милое, и Александра вроде как единственная, кто общается с Яшкой не из корысти.
И я очень сильно надеюсь, что в будущем они не перестанут общаться. А у Мичи разворачивается целая любовная драма. Подумав, что поход в ресторан сблизит отношения с девушкой, он приглашает ее на свидание. Общение вроде бы как складывается, однако появляется Лера. Девушка, которая была с ними на тусе и вроде бы как должна быть знакома с ними обеими. Однако по сюжету рассказывается, что она покупала у них только пиво. Они обмениваются номерами с Мичем, и девушке, понятное дело, это не нравится. В конце концов, Мич остается с ничем. Но вдруг ему звонит Лера и приглашает его в бар. Тут, видимо, забыли звук ставить, поэтому это я сделаю за вас. Руку поцеловал, что ли? Алло. Доставлен. Спасибо. Это чисто реакция зрителей на все это. После бара они едут в квартиру к Лере и проводят незабываемую ночь. Но утром их застает отец Лера. И бедный Мич, мне кажется, отморозил просто все свои придатки и органы, вообще все на свете. Здесь давай. Вот и встретилась наша святая троица. Затем мы перемещаемся обратно в их детство и узнаем историю появления их коронной фразы. Дальше мы узнаем, что Айс пошел на сотрудничество со следователем и все-таки попросил своих друзей, Яшку и Мича, перевести этот груз. И тем самым он падает на наших глазах и становится окончательно супер плохим человеком в мире. Парни поехали, и за ним следит следователь. Это самый напряженный момент в сериале. Грузовик приехал в ангар, и бандит обнаруживает там ничего. Злой бандит убивает водителя по объявлению, и его хлопает следак. Но оказалось, что это был другой грузовик. И грузовик с Мишкой и Ячем... Грузовик с Яшкой и Мичем приехал к Айсу в гараж. И выходит, что Айс всех обманул. Давайте послушаем, как объясняет Айс. Он делает это лучше. Короче, менты следили за этим грузовиком, чтобы закрыть режиссера. Я нашел на объявлениях точно такой же грузовик и отправил его им пустым. Ты гений, блин. Депреп Фэмили. А еще у нас есть гигантская партия алкашки, и сейчас мы, наконец, заживем. Но снова поворот. В грузовике они не обнаружили алкоголь. И на этом сериал заканчивается. И мы никогда не узнаем, что же было в этом грузовике. Ой, ну что сказать, на этом пересказ сериала заканчивается. И мы переходим к анализу. В первую очередь, конечно же, стоит похвалить создателей и съемочную команду за то, что они за такие краткие сроки смогли сделать вполне качественный продукт. Учитывая ограниченный бюджет, реалии создания сериалов в Якутске зимой, конечно, это действительно заслуживает уважения. Съемка, графика, саунд-дизайн – все в совокупе как глоток свежего воздуха. Очень свежо, стильно, современно, молодежно. Ну, короче, круто. Опять же, как в прошлом обзоре, считаю важным сказать, что я понимаю. Ну и вы тоже должны понимать, что в целом процесс создания сериала – это очень трудоемкий процесс. И важно учитывать, что это в первую очередь творчество, и что каждый человек в какой-то определенной степени вкладывает свои усилия в этот продукт. И, конечно же, все зависит от очень многих факторов. И все может складываться не так выигрышно для сериала, или же наоборот выигрышно. Ну, просто это важно понимать. Меня приятно удивили актеры. Все говорили на русском языке, довольно ясно и понятно. Большинство играло правдоподобно, так сказать, да, но, конечно, были свои моменты и косяки, когда, ну, с кем не бывает. Ну вот, например, если человек, актер, выглядит точно так же, как задуманный герой, ну, это еще не значит, что он может выдать те вещи, которые должен сделать герой. Вот, поэтому, ну, я знаю... Некрасиво так говорить, да, но мне лично вторую серию было смотреть немножко не то что скучновато, но лично мне во второй серии этого не хватило. Эмоций мне не хватило, чтобы до конца понять бедного Яшку.
Съемка. Ну, конечно же, кадры просто глаза радуют. Видно, что старались работать на качественно и сделать все максимально красиво, круто. Конечно, у вас это получилось. Супер. Но по съемке я не особо такой хейтер. Знаете, мне, в принципе, если человек горизонт ровно поставит, да, прямо, уже хорошо, уже молодцы. Скажу честно, самый понравившийся сериал из этих трех — первый. Если сравнивать темп повествования первой и третьей серии, то тут темпы очень разные. Третья серия очень насыщенная, и ее можно было растянуть спокойно еще на 2-3 серии, чтобы так спокойненько в одном темпе. Конечно, печально, что сериал так быстро закончился, потому что потенциал был и есть. Сериал получил огромный отклик, и в целом я ждала больше серий. Было бы интересно увидеть продолжение сериала, так сказать, чтобы узнать, что же произошло с нашими ребятами. Что касается истории и сюжета, давайте разложим все по полкам, так сказать. У меня тут подготовлено сколько? 3 листа. Конечно, не так много, но это прям отдельно по анализу сюжета, да. Я попыталась обмозговать поступки и причины всех героев, чтобы поговорить очень серьезно на эту тему. Если смотреть прямо, то жили-были 3 друга, и их цель — это заработать деньги, потому что учеба, квартира, все дела. К ним приходит идея, не совсем законная и с моральной точки зрения не особо хорошая, однако они пробуют, и у них получается. И на этом моменте уже были вопросы, особенно к Яшке. Если он такой богатый, и родители у него весьма и весьма обеспеченные, то зачем он вообще участвует во всей этой штуке? Ответ дает сам Яшка. Почему я с ними? Ну это я сам так захотел. Хотя можно было его мотивировать по-другому. Например, протест Яшки. Желание заработать денег самостоятельно, не завися от родителей. Хотя это немножко не в стиле Яшки, но все же он как-то заработал на свою машину, верно? Ну или же желание социализироваться, или перестать быть интровертом и т.д. и т.п. Хотя он особо-то и ни с кем не общался, потому что он тупо сидел в машине. Ну ладно, оставим Яшку и пойдем дальше. У них получилось, и в целом бутлегерство им приносит пользу. Можно сказать так, зло им приносит пользу. А потом показывается плохая сторона. Яшка впервые сильно напивается и совершает ошибку. Вот вам и бизнес, и деньги плакали вместе с машиной. Вроде бы все логично, но из-за алкоголя опять же пострадал ни в чем не повинный Яшка. Опять. А Айсу и Митчу пофиг. Они делают свои дела и просто ровно живут, так сказать. А потом появляется режиссер. Ну, это тот бандит с машиной. И оказывается, что Айс все это время был с ним знаком, и они вместе творили какие-то дела. Не хватает какого-то пазла. Например, в первой серии показать, что Айс что-то не договаривает своим друзьям. Например, если бы у него друзья спросили: слушай, а откуда мы берем столько алкоголя? Или куда мы едем постоянно забирать алкоголь? И если бы Айс ничего бы не ответил, ну, тут уже понятно, что он за спиной что-то творит. Появление режиссера было бы не таким неожиданным. Пойдем дальше. Режиссер говорит, что надо доставить груз. Ценный груз. Очень срочно, очень важно. И такое важное, серьезное дело он решает доверить самому надежному человеку в этом сериале, Айсу. Ну ладно, возможно, это их совместное дело, и он хотел его таким образом наказать, что-то такое, допустим. А потом появляется следователь. И тоже появляется также неожиданно для зрителя и как-то, непонятно, как будто несостыковка какая-то. Как будто бы следователь был нужен для того, чтобы показать вот этот обман Айса, возможно. Не знаю. Сюжетные линии ребят интересные и прикольные. С Митчем все понятно. У него любовная линия с самой первой серии. Хотя, как я говорила, алкоголь и бутлегерство на Митча вообще никак не аукается. Он просто живет свою жизнь и все. Например, можно было бы поставить перед Митчем выбор. Либо любовь, либо алкоголь. Хотя, возможно, это было бы и лишним, потому что сюжет был бы перенагружен. Яшка. Начиналось так красиво, но попадание в компьютерный клуб, а затем и в секту, это, конечно, сильно. Мы помним, что Яшка — это такой ботаник, и мне кажется, если бы по его причине совершилось бы ДТП, мне кажется, он бы стрессовал и тревожился на этот счет 24/7. Можно было показать, как он страдает или же пытается решить проблему. А то идея того, что алкоголь — это зло, она немножко обесценивается, потому что
ну, нет последствий совершенных вот ошибок Яшки, того, что он как-то вот думает, вот этого нет. Допустим, можно было показать эмоциональный диалог с его сестрой, например, если бы Яшка как-то обвинил ее в том, что вот, ты хотела, чтобы я попробовал, и видишь, что вот вышло, больше не устраивай тусу у меня в квартире, например, что-нибудь такое, хотя это не совсем в стиле Яшки, но было бы интересно вот наблюдать то, что вот он копил себе все и вот выплеснул свою злость на сестру. Или же он мог поехать вместе с Айсом решать проблему с машиной, и, возможно, бы его тогда похитил следак, попутав его с Айсом, и уже вместе они как-то вот выкручивались бы с этой общей проблемы. И насчет детских флешбеков. Это было сделано с целью того, чтобы вот показать их крепкую связь, то, что они вот будут дружить, несмотря ни на что. Идея хорошая, но в данном случае, мне кажется, она работает не в полную меру, потому что единственный, кто выбирает между их дружбой и своей шкурой, это Айс. А остальные двое, Яшка и Мич, они понятия не имеют, зачем они едут на этом грузовике. Что там они вообще не при делах. Сила флешбеков, она теряется. Можно было показать флешбэк прямо от лица Айса, ну, чтобы зрители понимали, что это чисто вот воспоминания Айса. Или же усилить конфликт между этими тремя друзьями в реальном настоящем времени, чтобы все были вовлечены в это. Чтобы каждый из них стоял перед выбором, и, допустим, камнем преткновения вот был их бизнес, или же вот это бутлегерство, и чтобы эти общие флешбеки, воспоминания сыграли важную роль в принятии решений этих трех друзей. Тогда было бы побольше драмы прям. Например, если бы все-таки следак украл Яшку, и Яшка каким-то образом из разговора со следаком узнал, что Айс планирует их подставить, отправив их в этот грузовик. Или если бы, например, следак намеренно вот это рассказал, чтобы породить между ребятами конфликт. Возможно, они бы поссорились, и в конце все решилось бы тем, что действительно Айс поменял вот грузовики, нанял все по объявлению, ребята бы в конце встретились все втроем и осознали, что на самом деле их дружба нерушима, так сказать, что они вообще друзья навек и так далее. И тогда флешбеки бы действительно были бы важны не только для Айса, но и для Яшки с Мичем. То было странно слышать вот все объяснение всего сюжета третьей серии от Айса в конце третьей серии. Конечно, я понимаю, что сценаристы, особенно третьей серии, ну и в целом всего сериала, не глупые. И они, конечно, видели, знают свои косяки. Поэтому я предполагаю, что это было сделано намеренно, чтобы закончить историю как можно быстрее. Ну, иначе других оправданий у меня нет. В целом, подводя итог, скажу, что работа вышла весьма неплохой. Ну да, были свои какие-то косяки мелкие, но ну с кем не бывает. Я просто опять докопалась до всего подряд, что я смогла заметить. В целом, мне кажется, чем больше таких обсуждений, дискуссий, тем лучше и для команды, и для режиссера, и вообще все это делается, чтобы все было еще качественнее, лучше. Поэтому могу пожелать ребятам только респект. Надеюсь, что в будущем нас будут ждать проекты еще качественнее и лучше. А на этом я завершаю свой обзор. С вами была я, Аина. Пока! Небольшое послесловие, не про сериал, а про меня. Как я поняла, обзоры мне даются очень тяжело. И в целом делать ролики мне что-то тяжеловато стало в последнее время. В целом у меня сейчас в жизни происходит какой-то депрессивный период. Возможно, когда-нибудь я сниму об этом ролик, расскажу, поделюсь с вами своими историями. Чат, пока!